Мир вам, братья и сестры. Сегодня ничего нового пока стишков не придумал. Ну, старенький немножко прочитаю один. А Царство Божие у тебя внутри. Ты только ему двери отвори. Ты в сердце Бога царствовать пусти. И заповеди потрудись соблюсти. Вот, с Божьей помощью ножик сделали. Кованый. Вот, как всегда, в ножнах плотно сидит. Вынимается одной рукой. То есть пальцем упираетесь и нож его в руках. Зонная закалка, вот, я не знаю, может камера передаст, линия хамон видна такая. Вот. Ну и с Богом приступим к испытанию. Вот всем весом стою. Ну не знаю, был 85 килограмм, сейчас еще, наверное, поправился. С грехом чего угодно я не могу справиться. Вот видно, да, все нормально? Весь рост. Все, туда дальше будем. Часто просят продукты показывать, как режет. Ну, вот что хотел сказать. У меня вот в отличие, я не знаю, кто как делает, я делаю вот так, что относительно рукояти клинок сориентировал так, что он как симметричный нож примерно. Поэтому на доске резать разницы практически никакой нету. И спуски у меня прямые, а не линза. Ну вот, по случаю, какие продукты попадаются, такие как бы и буду показывать. Ну и можно и совсем тоненько. Видно, да, как колбаску режет? Вот такими вот, я не знаю. До ресторана, наверное, не пойдет, но все-таки. Это я уже так для прикола покажу, чисто. Что при желании можно даже и виноград почистить. И геометрия этому как бы позволяет. Вот это так вот. Ну, картошку тем более, наверное, будет удобно чистить. Примерно так. Было легла на твой стул. Ага, понял. Как всегда. Заняло было стул мой. Ну, слушайте, я буду стоя показывать. Рог лося. Кончик тоже режет. По дереву показать. Видно, да, как он отхватывает. То есть хоть вдоль, хоть поперек режет нормально. Я вот ножны им такие делаю. Вот даже вот такие вещи, которые вот обычно вот эти вот как бы выстругивают вот эти вот круговые устья ножен деревянные. Это из можжевельника, кстати, клинок всегда стерильный, всегда приятно пахнет. Вот. Дальше что у нас дерево показал, да? Хвостик. Я его опять только сегодня замочил, поэтому, как всегда, он у меня не подготовленный. Но, тем не менее, попробуем брить. Видно, да? Бреет. Примерно так. И как режет показать. Ну, хоть и видно, да, кожу как. Примерно так. На весу, конечно, не так удобно, как, допустим, где-то. Что еще не показал? По газетке. Проверите. Одной рукой, то есть двумя пальчиками. Вот. Посередине кончик тоже режет. Примерно так. Так, и теперь уход. Как любой нож рано или поздно затупится.
ровный брусочек деревянный, кусочек наждачки, в данном случае 2,5. Но я и как последний правлю. А там, конечно, ваше желание. Можно хоть и там любыми камушками дорогими, модными, там до 10 тысяч грит и больше править. Ну вот мне этой остроты, не знаю, как бы обычно хватает. Если, конечно, сильно затупился клинок, то можно, конечно, погрубее наждачку взять для начала, а потом все равно заканчивать вот этой. Это как бы финишная. Ну, чтобы резал нормально, чтобы не стыдно было перед людьми. Вот. Клинок нуждается в смазке. Так же, как и ножны. Такая смазочка у меня продается. Если кому интересно, обращайтесь. Это практически аналог баллистола, но намного дешевле. Клинок смазываете, чтобы коррозии не был подвержен. Хотя вот от коррозии еще защищает вот это вот отверстие снизу ножен. Там вентиляция получается, вода стекает. Да, ножны обтянуты коровьим хвостом растительного дубления кожа, без швов. Так же, как и подвес. То же самое подвес, так никто не делает, насколько я, по крайней мере, не видел. Это я сам придумал такой подвес. Он вес мой выдерживает. Тоже вот, если его за трубу повесить, допустим, и могу подтянуться на нем. Так, дальше. Что еще хотел сказать? Ножны, значит, тоже этой же смазкой смазываете. Ну, я сейчас не буду смазывать, потому что это время занимает, как бы, чтобы ролик не затягивать. Это понятно. Прям руками вот так вот берете, намазываете обильно, пропитываете, как бы, и все. Это я позже сделаю. Такая вот проблема иногда бывает, что нож очень плотно как бы зажимают. Ну, бывает, что досыхает он, что ли, короче, я не знаю. Ссыхается, в общем, и плотно очень вылазит. Значит, в этом случае берете наждачку. Вот в данном, вот у меня 120-я, например, R120. Вот так вот сворачиваете ее. И устья ножен, ну вот, смотрите сначала, вот в каких местах плотнее прилегает. И именно в этих же местах, главное не переусердствовать, вот так вот пальцем в устье ножен вот так вот шурудите. Продуваете. А, ножны еще можно использовать для раздува костра. Вот так вот берете и дуете, прям поток получается, пучок собирается и дует очень мощно. Вот. В общем, всего самого доброго. До свидания.